Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Разработка мастер-плана Якутска, знакомство с производством техники и многое другое. Завершился первый день рабочего визита Юрия Трутнева в Якутске. Расскажем подробности. Работа России. Время возможностей. В Якутии впервые пройдет всероссийская ярмарка вакансий. 96 пациентов на единственного специалиста. В поселке Чегда Алданского района работает фельдшерско-акушерский пункт с одним сотрудником. События, люди, явления, запечатленные в уникальной хронике. Национальный центр аудиовизуального наследия народов республики отмечает 27 лет со дня основания. В Якутске стартовали игры чемпионата республики по хоккею. Команды показали отличную игру, тем самым создали интригу. Кому же в этом году достанется кубок и золото чемпионата, расскажут наши корреспонденты. В республике продолжается предоставление мер социальной поддержки участникам специальной военной операции, а также членам их семей. Напомним, с сентября прошлого года главой республики подписано 5 указов, в соответствии с которыми установлены меры поддержки, в том числе единовременные выплаты. На сегодняшний день 75 членам семей военнослужащих оплачен проезд к месту лечения. Помимо этого оказана помощь в трудоустройстве, профессиональной переподготовке 65 членам семей и самим военнослужащим, а также установлены единовременные выплаты на газификацию дома в размере 150 тысяч рублей. На сегодня этой мерой воспользовались 26 семей участников СВО. Самые востребованные на сегодня – это, безусловно, медицинская и социальная реабилитация, услугами которой воспользовались 155 военнослужащих и 147 членов их семей. Сегодня идет отбор социальных координаторов, которые будут сопровождать участников специальной военной операции по мерам социальной поддержки, по мерам медицинской и социальной, психологической реабилитации. С начала специальной военной операции психологи Якутии провели 5850 консультаций для военнослужащих и членов их семей. Напомним, программа по обучению психологов Якутии по оказанию поддержки военнослужащим и членам их семей, признанная пилотной в России, взята за основу в других регионах страны. Они работают с матерями и супругами, с родственниками и близкими людьми участников СВО. Недавно специалисты Республиканского психологического центра прошли переподготовку в Федеральном научно-клиническом центре по направлениям клиническая и военная психология. По 4 мы направлениям работаем. Это работа с родственниками, с мамами, да, контрактников сначала у нас была группа. Затем работа с женами мобилизованных и позже родственники, близкие погибших. И те, кто вернулись или на время отпуска, или уже демобилизовались, к нам приходят на индивидуальные консультации. С ними групповой работы мы пока еще не ведем, работаем индивидуально. Завершился первый день рабочего визита Юрия Трутнева в Якутске. Вице-премьер провел ряд совещаний, в том числе по паводковой и пожароопасной обстановке на территории Дальневосточного федерального округа. Рассмотрел с руководством республики разработку мастер-плана Якутска, а также посетил компанию по производству техники. Подробности в материале Светланы Амосовой. В Якутии с 2017 года работает компания по производству легкой вездеходной техники и квадроциклов. В год они выпускают более 120 единиц, а всего на сегодняшний день продано свыше 800 квадроциклов. Также предприятие поставляет свою продукцию в зону специальной военной операции. Специально для СВО была разработана и сертифицирована модель пикап с большей грузоподъемностью. Так, по согласованию с региональным правительством планируется отправка еще 50 единиц спецтехники в зону СВО. Вице-премьер Юрий Трутнев обсудил с предпринимателями возможности дальнейшего производства, особенности техники и сферы его применения. Мы посмотрим, как они на месте будут работать, но сейчас там
распутится, и такие вот средства крайне высокой проходимости, они будут, мне кажется, полезны. Также Юрий Трутнев провел окружное совещание по подготовке к пожарам и паводкам. Как отметил вице-премьер, в целом все необходимые мероприятия в регионах предприняты. Во время встречи был поднят насущный вопрос, какие территории подлежат тушению, а какие нет. Губернаторы сказали, что в пройденную огнем площадь пожаров засчитывается сухая трава, которую тушить нет возможности и смысла. Поэтому министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов предложил переводить такие земли в земли иных категорий и убрать их из земель лесного фонда. Предложение правильное, но с одним маленьким замечанием. Тогда это надо быстро делать, потому что в целом процедура очень сильно забюрократизирована, и там получится так, что нам некогда будет с пожарами бороться, будем бумаги из кабинета в кабинет носить. Вот я попросил его изучить возможность в течение 3 недель эту работу провести по заявкам губернаторов. Если такая работа будет проведена, то мы немножечко с этим тоже сможем разобраться. В целом главы регионов сообщили, что проблем, связанных с нехваткой средств по подготовке к пожарам, нет. Как отметил Юрий Трутнев, еще одним важным направлением является защита опасных территорий от паводка. На эту работу в этом году для дальневосточных регионов было выделено около 20 миллиардов рублей. Сейчас средства осваиваются, строятся водозащитные сооружения. Что касается Якутии, то у нас в этом году ситуация достаточно непростая, потому что в марте выпало от 2 до 6 месячных норм снега по разным территориям Якутии. Мы ожидаем, паводок будет крайне непростой с точки зрения даже небольших наших рек. Мы опасаемся паводка на малых реках, в заречной группе районов, в центральной группе районов. Здесь специальная группа во главе с садовником Дмитрием Ильичем уже работала, начала вместе с МЧС по проверке гидротехнических сооружений, по подготовке населенных пунктов. Также состоялось совещание по подготовке мастер-плана города Якутска. Мастер-план – это не просто генплан, это увязка социального, экономического, демографического развития города, а также трудового потенциала. Начиная от строительства социальной инфраструктуры, школ, детских садов, больниц, заканчивая реализацией крупнейшего проекта Ленского моста. Как отметил Юрий Трутнев, эта работа очень важна, и мастер-план Якутска находится в высокой степени готовности. В Якутии полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев будет работать до 12 апреля. Светлана Амосова, Георгий Григорьев, Якутск. С 10 до 12 часов 11 апреля в связи с ремонтными работами теплоэнергии будет ограничена подача холодного водоснабжения. Под отключение попадают объекты по Сергелякскому шоссе 11 километра, 2, 3, 6, 6/3, 6А, частный сектор 16 жилых домов, санаторий «Абырал» и реабилитационный центр для детей и подростков. Ну а по прогнозам синоптиков, на большей территории Якутии в апреле ожидается снег и порывистый ветер. Так, Нерюнгринский и ряд других районов республики уже в ближайшие дни ожидает обильный снегопад. О ситуации с уборкой снега узнавал наш корреспондент в Нерюнгри Иван Лазаренко. Более 33 тысяч кубометров снега вывезено с городских улиц за первый квартал текущего года. По словам синоптиков, нормы выпавших за весну осадков близки к многолетним значениям. Однако очень сильно усложняет ситуацию ветер, часто порывистый. Именно он образует основные снежные заносы на тротуарах и дорогах. Высота снежного покрова у нас в среднем увеличилась до 58 сантиметров. По сравнению с многолетними данными, это где-то на 6-7 сантиметров выше нормы. В апреле месяце мы ожидаем выпадения осадков приблизительно около нормы, где-то 30-32 миллиметра. Ну и высота снега, соответственно, увеличится где-то на 4 сантиметра. По информации синоптиков, температурный режим в марте и в апреле месяце в Нерюнгринском районе близок к своим нормам. Ну а что касается снега, то март, конечно, доставил много сюрпризов. Так, 29 числа зафиксировано треть месячной нормы осадков. Ну а грядущий циклон, в принципе, пока внушает опасения только жителям города, но никак не коммунальным службам, которые к нему абсолютно готовы. Как сообщили в управлении городского хозяйства, дорожные службы по-прежнему ведут свою работу в усиленном круглосуточном режиме. И грядущий снегопад готовы встретить во всеоружии. Наши службы, в принципе, готовы. Мы уже привлекли дополнительно подрядные организации, которые будут
помогать нам в чистке в период снегопада и также последствия их. После этого снегопада, я надеюсь, что у нас больше не будет. Пока по прогнозам вроде больших таких снегопадов не будет. Ну и, соответственно, мы продолжим массовый вывоз снега. И уже на дорогах города Нерюнгри вы не увидите ни куч, ничего. Частые и обильные снегопады в Нерюнгри постепенно перестанут быть катастрофой для местных жителей, ведь городские власти планомерно реализуют программу по обновлению уборочной техники. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутии впервые пройдет всероссийская ярмарка вакансий. 14 апреля в очном формате организует региональный этап под названием «Работа России. Время возможностей». Примут участие более 60 крупных работодателей, и все желающие смогут ознакомиться с вакансиями и получить подробную консультацию по трудоустройству. В столице республики ярмарка пройдет в музее «Россия. Моя история», а также в промышленных районах Якутии. Мы ждем всех соискателей, ждем студентов выпускных курсов, ждем безработных граждан, ждем граждан, которые хотят сменить работу или находятся под риском увольнения. Кроме открытых прямых собеседований с крупными работодателями, пройдут мастер-классы по технологиям поиска работы, пройдет запись на национальный проект «Демография», где можно пройти профессиональное обучение. Также мы будем записывать и на дополнительное профессиональное образование граждан, которые хотят пройти в рамках государственной программы содействия занятости населения. Ну а между тем в поселке Чегда Алданского района работает фельдшерско-акушерский пункт с одним сотрудником. Татьяна Долгова работает в пункте 8-й год. На сегодняшний день у нее 96 пациентов, из которых 16 детей. Подробности в следующем материале. Чагдинский фельдшерский пункт работает практически без выходных. В будни приемные дни, а по выходным пациенты приходят на уколы. С большинством обращений Татьяна Павловна справляется сама и только при тяжелых случаях вызывает санрейс. И с травмами, и заболеваниями. Как и везде, очень много всяких заболеваний. Дети и взрослые, гипертоников много. В основном пенсионеры все гипертоники. Суставы, боли в сердце. Ну, что там пожилые люди могут? На огородах работают колени, ноги, спины. Чагда – самый отдаленный населенный пункт Алданского района. Путь по автозимнику составляет порядка 37 километров. Главная проблема поселка – это узкий автозимник. Из-за этого к жителям не может проехать мобильный медицинский комплекс. Ну, врачи все равно приезжали на УАЗиках, также привозили все вот эти вот и флюорографию, ну, все привозили и проводили медосмотр. В течение 2 дней полностью население проходило медосмотры. Сейчас у нас этот вопрос решился, и мы вот за лето выпилим, расширим зимник наш до 6 метров. Ну, и будем ждать, чтобы на следующий год нам приехали именно вот этот такой мощный комплекс для здравоохранения. Татьяна Павловна стала настоящей находкой для местных жителей. Так, по словам односельчан, она просто незаменима. Ее работа помогла спасти немало жизней чагдинских жителей. Раньше у нас медработники менялись, приезжали в командировку, уезжали, все. И вот как-то получилось так, что отправили ее. Опыт большой, не растеряется. И грамотный профессионал. Вы знаете, отдаленность у нас такая. И первая помощь ее спасает жизнь просто. Вот так. Если опытный человек здесь, это большое дело. Она и прививки делает, она, как говорится, у нас и хирург, и терапевт, и все на свете. Сама Татьяна Павловна сетует, что в пункте давно не проводился капитальный ремонт. Однако и этот вопрос в скором времени должен быть решен. По словам главы Наслега, Чагдинский фельдшерско-акушерский пункт включен в муниципальную программу капремонта до 2025 года. Юрий Осипов, Владимир Павлов, поселок Чагда, Алданский район. Тем временем автопарк Алданской центральной районной больницы пополнился на 4 автомобиля. Напомним, ключи от 21-й машины оказания экстренной и неотложной помощи глава Якутии Айсен Николаев вручил представителям медицинских учреждений республики 1 апреля. После прохождения необходимых процедур транспортные средства выйдут на линии. Тему продолжит Татьяна Вахнина.
В ближайшее время эти автомобили отправятся в медицинские учреждения Алданского района. После прохождения технического осмотра и постановки на учет в ГИБДД машины выйдут на линию. Скорая помощь класса «Б», оснащенная аппаратурой для оказания экстренной медицинской помощи, будет передана больнице поселка Нижний Куранах. Машины «Лада Тревел» для оказания неотложной помощи предназначаются для поликлиник Алдана, Тамота и Нижнего Куранаха. Нивы, конечно, гораздо комфортабельнее, чем УАЗик. И я думаю, что нашим врачам, которые ездят по вызовам, именно по поликлиникам, будет комфортнее в них. Машины будут поставлены на учет. В данный момент механик занимается этим вопросом. Подготавливается пакет документов для ГИБДД. И будут ставиться во вторник или в среду на учет. Автомобили больница получила по программе модернизации первичного звена учреждений здравоохранения Якутии, нацеленной на повышение качества и доступности медицинской помощи. В последние годы в рамках данной программы автопарк существенно обновился. Благодаря, конечно, работе всего коллектива больницы, благодаря работе правительства Республики Саха-Якутия, Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия, мы работаем в этой программе. И вот согласно проведенной работе по этой программе мы получили эти автомобили. Обновление автопарка в Алданской ЦРБ продолжится. В ближайшие годы новые транспортные средства получат стационары и амбулаторные учреждения района. На 2024 год у нас запланировано получение автомобилей также для амбулатории поселка Лебединый и врачебной амбулатории село Кутана. Ключи от новых машин глава республики Айсен Николаев вручил представителям медицинских учреждений Якутии 1 апреля. По словам водителей Алданской ЦРБ, первый рейс дорогу из Якутска в Алдан автомобили преодолели легко и без проблем. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Около 40 тысяч аудиовизуальных документов о знаковых событиях, фактах и явлениях, проходивших в Якутии почти за 100 лет, хранится в Национальном центре аудиовизуального наследия народов республики. Сегодня организация отмечает 27 лет со дня основания. В следующем материале вы увидите уникальные кадры, а также подробнее ознакомитесь с деятельностью сотрудников Национального центра. Эти ценные кадры, снятые неизвестными операторами, стали настоящей находкой центра. Благодаря кропотливому труду коллектива мы сегодня можем увидеть виды городов и селений Якутии, силуэты старинных зданий и жилищ, портреты людей различных поколений и профессий. Намские краеведы в одном из архивов Москвы обнаружили на кадрах Максима Кировича Амосова. Он сопровождал траурную процессию Владимира Ленина из Горок в Москву. И вдруг оказалось, что вот при такой огромной, гигантской массе народа камера выхватывает из толпы Максима Кировича Амосова. Или, допустим, один из сотрудников Института мирзлантоведения принес нам вообще испорченную, лежавшую где-то во льду кинопленку, уже там, по-моему, порубанную уже топором даже, да, мы пытались изо льда вытащить. Но на остатках этих сохранились уникальные материалы. Это была первая экспедиция мирзлантоведов в 1939 году на Верхоянские Тарыны, на Лиги. Прежде чем материал будет занесен на хранение в фонд центра, проделывается обширная работа. В первую очередь проводится техническая оценка состояния видеоматериала, выявляются наличие дефектов, реставрация. Затем документы проходят этап оцифровки и переносятся на DVD-диск. Уже на этих носителях опытные эксперты просматривают видеоматериал и оценивают степень его исторической ценности. Некоторым материалам присваивается статус уникального или особо ценного документа. Эксперты просматривают оригинал и потом создаем две копии. Это рабочие и страховые. И страховые копии – это для работы наших клиентов. Работа по сбору материалов ведется со многими организациями всей республики. К примеру, сегодня в руки специалистов была передана очередная ценная находка. На 16-миллиметровой пленке запечатлен юбилей Тогусской школы из Вилюйского улуса. Школа была основана в 1931 году. И вот очень такие живые, интересные кадры. А дальше, вот видите, да, пленка сама объемная. Тут 400 метража
И дальше еще мы пока вот не знаем, что дальше у нас будет. Для просмотра всего принятого на государственное хранение материала потребуется около 10 тысяч часов. А метраж уникальных фильмов и сюжетов на кинопленке равен расстоянию от Якутска до Золотого кольца. Стоит отметить, что помимо хранения, сбора и приема материалов, активно ведется видеофиксация значимых событий современной истории Якутии. Марферина Алексеева, Павел Пахомов, Якутск. В Якутске прошла презентация народной премии «Кюнки-ИТ». Организаторы представили эскиз статуэтки премии гостям мероприятия. После народного голосования статуэтку выпустят в ювелирной компании. Изделие будет выполнено из латуни, серебра и с инкрустацией бриллиантов. По словам организаторов, первую статуэтку вручат Максиму и Евгении Арбугаевым, которые были номинантами американской кинопремии «Оскар». И с этой идеей я обратилась к Ленькане и с горящими глазами пришла к ней. И мы обсудили и придумали вот такую нашу народную якутскую, именно кюнки-ите, человек солнца, с нашим национальным колоритом. И раскрою секрет, что первая премия будет вручена им. Мы вот с датой определим, когда чего будет. Но желательно хотели бы, если получится. Далее о спорте. В Ленске открыли спортивный зал для адаптивных видов спорта. Теперь ленчане с ограниченными возможностями здоровья смогут заниматься в специализированном зале и с профессиональным тренером. Подробности далее. Для ленчан, имеющих ограниченные возможности здоровья, открытие специализированного спортивного зала – настоящий праздник. Как отметил Жумарт Абельманов в своем выступлении, это самый важный объект, открытый в районе за последние несколько лет. Сегодняшним днем, наверное, закрываем одно белое пятно в социальной жизни Ленского района. Да, мы сегодня с вами делаем великие дела. Первый зал, который я видел для адаптивных видов спорта, я видел в Омке. Второй зал открывается в Ленском районе. Тогда я об этом только мечтал. Сейчас мы его воплощаем в жизнь. Еще хочу одну новость. Якутская компания выделяет для оснащения этого зала 2,5 миллиона рублей. И этот зал в ближайшее время будет полностью оснащен инструментами, оборудованием для наших инвалидов. На реконструкцию спортивного зала из районного бюджета было выделено 13 миллионов рублей. Ремонт был проведен основательный. Произведена замена кровли, систем отопления, проведены отделочные работы. Установлены новые окна, двери, оборудованы всем необходимым для инвалидов-колясочников, санузлы и раздевалки. На полу появилось специальное покрытие. Установлены частично тренажеры. Заниматься с ленчанами с ограниченными возможностями будет профессиональный тренер. Мы занимаемся коррекцией и компенсацией утраченных навыков. Вот. А не полное восстановление. Полное восстановление – это все-таки медицинское направление, и не надо путать адаптивную физкультуру с лечебной физкультурой. Также большой уклон мы делаем на социализацию детей. То есть они здесь учатся общаться. В наши группы ходят и нормотипичные дети, и дети с тяжелыми нарушениями, ну и с не очень тяжелыми. Анастасия Кауганова пришла на торжественное открытие вместе со своей 15-летней дочкой. Женщина не могла пропустить это значимое для их семьи событие. Там, к сожалению, не очень удобно было. Все время какие-то соревнования. И детям отменяли занятия. А здесь теперь, я думаю, что будут регулярно, стабильно и без всяких отмен. Это же дети, они встречаются, общаются, занимаются, играются. Да, дочь, тебе нравится? Да. Председатель общества инвалидов больше всех в этот день радовалась за своих подопечных. Она поблагодарила власти района за оказанную поддержку. У нас не было такой возможности. Благодаря сегодняшнему нашему подарку, конечно, люди заинтересованы, будут посещать. Я больше чем уверена, что и не только дети, но и взрослые будут посещать, проводить спартакиады и все прочее. Сегодня в Ленском районе проживает 2000 людей с ограниченными возможностями здоровья. Из них более 160 детей. Новый спортивный зал станет для них не только местом для занятий физической культурой, но и местом общения, которое для людей с ОВЗ играет огромную роль. Начнет свою работу спортивный зал к концу апреля. До этого времени планируется установить новое закупленное спортивное оборудование и завести весь необходимый инвентарь. Светлана Болеева, Александр Ильчук, Ленск. В Якутске стартовали игры чемпионата республики по хоккею. 8 команд, преимущественно из промышленных районов, выйдут на лед, чтобы побороться за звание чемпиона. Первые игры уже прошли, команды показали отличную игру и тем самым создали интригу, кому же в этом году достанется кубок и золото чемпионата. Подробности соревнований в материале Александра Хавренко.
Хоккей – один из самых зрелищных и динамичных видов спорта. И неудивительно, что в будний день на трибунах спортивного комплекса «Элей Ботур» собралось достаточно большое количество зрителей. А на лед выйдут 8 команд, среди которых и фавориты, и новички чемпионата. В основном это промышленные районы наши: Нерюнгри, Алдан, Мерный, Якутск. И те районы, которые в последнее время очень хорошо развивают хоккей. Усть-Алданский, Мегино-Кангаласский, Хангаласский, Улусы. Ну и город Якутск выставил 2 команды. В чемпионате участвуют воспитанники Якутской школы хоккея, которые выступают за различные команды на территории России. Это дает знаковость нашим соревнованиям и воспитывает преданность наших воспитанников Якутской школы хоккея. Вот уже 13 лет подряд золотые медали и чемпионский кубок остаются в Якутске. Но каждый раз команды из других районов едут на чемпионат с желанием увезти этот кубок с собой. Ну, во-первых, у нас только открылся Ледовый дворец. Набрали сейчас детей. Потихоньку начали тренировать. А команда ветеранская у нас, ну, не такого высокого уровня, как в Якутске. Потому что у нас был открытый лед, снег, холод. Невозможно было заниматься. Сейчас все изменяется, команда приобретает большую, хорошую форму. Как отмечают знатоки, качество хоккея в Якутии растет год от года. И прошедшие игры показали, что команды готовы биться за трофей, не жалея сил. Интрига сохраняется до последнего матча, и только тогда мы узнаем, станет ли Якутск в 14-й раз чемпионом республики, или же в 23-м году кубок покинет пределы столицы. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.